Доброе утро, дорогие друзья! Все, кто встречает это утро вместе с нами. Это новый день, НВК Саха. Рад вас приветствовать. Сегодня, 19 марта, день недели, четверг. Всем хорошего настроения. В студии для вас сегодня будет работать Иван Луцкан. По календарю сегодня отмечается День моряка-подводника, поэтому всех, кто связан с этим праздником, мы поздравляем и немного анонсирую то, что будет сегодня у нас в программе. К нам придут и из первых уст расскажут о том, что такое коронавирус, от чего он пошел, какая сейчас ситуация у нас в Республике Саха-Якутия, что делают власти. Об этом мы поговорим с представителем Роспотребнадзора. Также придет к нам начальник управления образования окружной администрации города Якутска совместно с представителями госавтоинспекции. Поговорим в целом об организации досуга в период объявления мероприятий определенных для детей, как будет организовано дистанционное обучение и в целом как осуществлять перевозку детей в случае необходимости. Также мы узнаем ответы на вопросы в части безопасности подключения газовых установок, как это грамотно сделать. К нам придут специалисты Сахатранснефтегаза. И также поговорим, что такое агро-НТИ, дистанционный конкурс, в котором может принять участие любой школьник. Как это сделать, тоже узнаете сегодня из нашей программы. Ну а пока давайте поговорим о погоде, которую нам сегодня предсказывают наши синоптики. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных улусах утром было минус 23, минус 26 градусов, днем минус 6, минус 13, в Заречье минус 19, минус 25, днем минус 10, минус 13, на юге республики минус 12, минус 13 утром, днем минус 2 градуса, в Вилюйских улусах минус 2, минус 6, будет днем Нижнеленских минус 25, минус 27, днем минус 16, минус 18, на западе республики минус 6, минус 9 утром, днем минус 1, минус 4 градуса, в Колымо-Индигирских улусах минус 17, минус 30 было утром, днем минус 13, минус 25. В Янских улусах минус 25, минус 31, днем минус 15, минус 22. На северо-западе республики минус 17, минус 20 утром, днем минус 12, минус 16. В Якутске в 6 утра температура воздуха была минус 26 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть со скоростью 2-5 метров в секунду. Направление у него будет юго-восточное. Днем ожидается температура воздуха минус 8, минус 10 градусов. Буквально вчера, когда мониторил социальные сети, увидел фотографию одного из блогеров, где он говорит о том, что вот зашел я в автобус и пахнет хлоркой. А все это делается по рекомендациям Роспотребнадзора, где с 1 марта в автобусах проводится профилактическая дезинфекция специальными средствами 1-2 раза в день. Согласно рекомендациям, у каждого водителя должны быть в наличии дезинфицирующие средства и журнал графика уборки. Все водители города Якутска дополнительно проинформированы о необходимости проведения профилактических мер и соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. Также отмечено, что процедура должна проходить за 3-4 часа до выхода на рейс. По городу Якутску на сегодняшний день на пассажирской перевозке работает более 400 маршрутных автобусов. В одном автобусе в течение одного дня проходит от 1 до 1500 пассажиров. В конце смены у нас перевозчики уже непосредственно у себя на базах, в гараже, то есть они производят непосредственно дезинфекцию. Один раз в день? Да. Это по рекомендации Роспотребнадзора. У них были указаны завести им журналы, то есть проверки. Ну и, в принципе, у нас с обострившейся данной ситуации уже будет вводиться практика такая постепенно, то есть еженедельно мы будем выезжать на конечные автобусные остановки и непосредственно вести контроль. Вот очень полезная информация, чтобы люди понимали, что работа проводится. И сейчас мы поговорим более подробно об этом и не только. Заместителем руководителя Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия Изабелла Юрьевна Самойловой. Доброе утро, Изабелла Юрьевна. Здравствуйте. Давайте узнаем новости из первых уст. Но начнем с предыстории, потому что информации огромное количество и в социальных сетях, в интернете. Сарафанное радио работает. Все-таки что такое коронавирус, с чем его едят?
Ну, сведения о вспышке новой коронавирусной инфекции появились еще в декабре прошлого года. И на сегодняшний день ситуация в мире такова, что нам приходится принимать неимоверные усилия для сдерживания ситуации. Но понимаем все, что ситуация осложняется и в Российской Федерации. И вот только благодаря усилиям властей, и в том числе нашей службы, усилиям работников здравоохранения, в России пока ситуация находится под контролем. А, Благодаря тому, что были приняты первичные меры на границах Российской Федерации, нам удалось пока сдерживать и подготовиться к той ситуации, которая разворачивается на наших глазах в Европе. И хочу сказать, что мы успели мобилизовать свои ресурсы, перенастроить потоки, подготовить стационары, провести разъяснительную работу с населением и с медицинскими работниками. И на сегодняшний день мы приступаем уже к новой реализации новых планов откорректированных, когда мы уже разворачиваем действительно медицинскую службу. Но продолжаются мероприятия также и на границах Российской Федерации. Мы знаем, что с 18 марта прекращены въезд всех иностранных граждан, в том числе и Республики Беларусь. Но вот теперь приходится выдерживать испытания с тем, что мы имеем. В России ежедневно регистрируются новые случаи коронавирусной инфекции. Мы все с тревогой следим за развитием ситуации. Все новые регионы охватываются. Но, к сожалению, нам пришлось столкнуться с этой ситуацией у нас в республике. Казалось бы, что это никогда не наступит, что мы находимся так далеко, в самой точке, крайнего севера у нас такая территория. Но, к сожалению, реальность такова, что и до нас это дошло. На сегодняшний день мы имеем один случай коронавирусной инфекции. С подозрением на эту коронавирусную инфекцию у нас один человек госпитализирован уже в инфекционное отделение. По нему определен круг контактных лиц, все они взяты под меднаблюдение. Подозрительные случаи также помещены уже в провизорное отделение. На сегодняшний день количество контактных продолжает уточняться и проводится работа по помещению их под медицинское наблюдение. Вот давайте все-таки по контактным, да, ну вот был выявлен уже известная фамилия, да, и конкретное лицо, были взяты анализы, да, здесь непосредственно лаборатория находится в Якутске. Да, мы с 1 марта этого года начали проводить эти исследования в нашей вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии. Да, потому что вот в интернете опять разные инсинуации по этому поводу, что вот, мол, почему отправили в Новосибирск, везде говорили, что в Якутске есть лаборатория. Она есть. Она И есть. она проводит эти анализы. И она проводит эти исследования. Почему тогда отправили анализ в Новосибирск? Ну, алгоритм действий такой, который нам установила Федеральная служба Роспотребнадзора. Все исследования проводятся на местах в регионах. После этого результаты эти отправляются в «Вектор». Это Новосибирский научно-исследовательский институт специализированный. После того, как определит «Вектор», все эти сведения передаются в Федеральную службу Роспотребнадзора. После этого эта информация должна быть озвучена в оперативном штабе в правительстве. И только после этого, возможно, будут опубликованы данные достоверные и уже вот по нашему больному. Ну, я так понимаю, если отрицательные анализы, то в Новосибирске, естественно, они не отправляются. Отрицательные анализы не отправляются, только с подозрением. Когда приблизительно мы ожидаем получения результата вот по одному человеку, который с подозрением? Ну вот буквально месяц назад, «Вектор» делал эти исследования очень быстро. Мы получали результаты в течение суток. Но в связи с тем, что масса исследований нарастает, то и исследования могут становиться в очередь. Поэтому сейчас мы даже не можем сказать, когда это, на второй день, на третий день. Но результаты придут. Но мы обязаны проводить все упреждающие профилактические мероприятия по первому же случаю подозрения. Поэтому на сегодняшний день у нас проводится такая масштабная работа. Перепрофилированы стационары, развернуты провизорные отделения, обсерваторы. Вот, кстати, по обсерваторам, да, вчера было принято решение, чтобы открыть обсерватор на базе Малой академии наук. Также еще где у нас будут действовать обсерваторы? Так, ну обсерваторы у нас были развернуты и приведены в готовность уже давно. Мы знаем, что у нас действовали 2 обсерватора, в которых были помещены люди, прибывшие из-за границы, иностранные граждане. Это граждане Китайской Народной Республики, Ирана у нас нет, но есть прочие граждане. Вы представляете, насколько мы удивлены, какая широкая география пребывания наших граждан за рубежом.
То есть к нам прибывают лица, которые были в Танзании, а не только в Таиланде. Значит, прибывают сюда граждане из Швейцарии, из Германии, из Франции, Испании, Италии. Это уже просто обыденность уже становится. Ну вот эти обсерваторы действуют поныне. И кроме того, значит, развернуты еще два обсерватора. Один на базе Соснового Бора, и второй обсерватор вот действительно на базе Малой Академии, это вот в Хангаласском районе. Кого будут помещать в обсерватор? Ну, во-первых, я говорила, что это иностранные граждане, которые прибыли на территорию Российской Федерации в последние 14 дней, то есть пересекли границу. Если они пересекли ее раньше и прибыли в Якутию, то они будут находиться в обсерваторе остаток дней до 14-дневного рубежа. Кроме того, в обсерватор могут помещаться люди, которые находились в ближайшем окружении от больного с коронавирусной инфекцией. Значит, у тех людей, у которых помещенный в обсерватор будут выявлены признаки ОРВИ, тех перемещают в провизорное отделение до получения лабораторных результатов. И в связи с тем, что лабораторные результаты пока у нас задерживаются, пока они под подозрением, то вот пока люди находятся в провизорном отделении. Как будет подтверждено, то они, естественно, будут уже переведены в разряд больных. Методы профилактики. Вот на Да. что надо сделать упор населению, потом и тем, кто все-таки возвращается. Потому что я вот буквально тоже вот пролистывал ленту. Очень много людей сейчас возвращается рейсами Аэрофлота, Якутии, Севен, с Москвы. Обратно в Якутию. Думаю, что здесь как раз ситуация более благоприятная, нежели чем в центральной России. Ну вот меры профилактики, конечно, это не посещать места, где много людей. То есть отменить все массовые мероприятия и самому на них просто не являться. Запретить все загранпоездки, значит, прекратить все эти туры. Мы призываем всех родителей для того, чтобы они пожалели своих детей и не отправляли их вот в этот перерыв куда-то вот в города, в центральные, с образовательными различными целями. Не стоит этого делать. Кроме того, необходимо всем предприятиям, министерствам, ведомствам, учреждениям, организациям наладить дезинфекционный режим на своих предприятиях. Для этого необходимо проводить влажную уборку с применением средств, режимы проветривания, установить системы обеззараживания воздуха, у кого есть такая возможность. Конечно, каждому человеку желательно иметь защитные маски, об этом предупреждали. И самое главное, чаще мыть руки. После каждого соприкосновения с предметами, с гаджетами, как только вы пришли с улицы, прикасались там к перилам каким-то, к ручкам дверей, мыть с мылом просто руки. Но не прикасаться к лицу. Вот это вот привычка женская, наверное, да, поправлять макияж, прическу и так далее, от нее нужно избавиться. Нужно чаще обрабатывать сотовые телефоны, вот гаджеты, с которыми прикасаетесь, наверное. Но кроме того, мы рекомендуем, вот группа риска у нас это пожилые люди, да? Вот мы советуем этих пожилых людей взять, вот, оказывать им помощь всемирную. То есть найти группы волонтеров, привлечь молодых людей, которые могут оказывать помощь этим людям в походы по магазинам, что-то делать там по дому, рассказывать им о мерах по профилактике, успокоить. Они вот люди такие очень бывают мнительные. Но кроме того, нужен еще и добрый совет этих пожилых людей, молодым людям поменьше путешествовать, не посещать концерты и так далее. Значит, другой мерой профилактики является то, что многие перешли на дистанционный способ обучения. То есть у нас все школы закрыты, студенты у нас теперь на дистанционном обучении. Возможно, когда-то бывают и такие примеры в других странах, как борются с эпидемией, когда прекращают работу предприятий, учреждений. То есть люди полностью уходят на самоизоляцию. Это высокая очень сознательность людей, которые действительно прекращают работу, находятся дома. Вот сейчас с дезинфектантами проблема. Каким дезинфектантом можно пользоваться, который сейчас общедоступен? Ну, в общем доступе даже бытовые дезинфектанты, которые хотя бы содержат запах хлора, хотя бы даже если имеется. Конечно, влажная уборка, она тоже поможет. Но вот бытовые дезинфектанты, почему к ним такое пренебрежительное отношение? На самом деле это с высокой безопасностью дезинфектанты, которые разрешены для применения населения в быту. Поэтому даже такие вот вещи, как белизна и доместос, и то они помогут провести Ну, там как уборку. концентрацию, да, Да. там надо выдерживать определенно. Вот еще, да, опровергнем информацию. Буквально вчера вечером был вброс о том, что 37 человек, которые контактировали вот с одним человеком, у которого подозрение, у них у всех положительный анализ.
Нет, что вы, конечно, это на У нас сегодняшний один день. сайт такой распространил. У нас действительно есть 38 контактов близких, которые уже действительно они обследованы, но пока все в порядке. С вертолета не собираетесь дезинфектанты разбрызгивать, нет? Если бы они были в таком большом количестве, чтобы можно было их разбрасывать с вертолета. Так, ну, Вот и по мерам профилактики вот в автобусах, да, которые сюжет мы видели, насколько они сейчас оправданы, как часто необходимо проводить вот такую уборку? они абсолютно оправданы. Дезинфекцию сейчас необходимо проводить везде. То есть необходимо вот эти ручки, поручни, кассовые аппараты необходимо обрабатывать всегда. А людям я советую просто воздержаться от использования общественного транспорта и просто как можно больше времени проходить пешком. Не стоит находиться в закрытых помещениях, там, в лифтах, надолго с людьми, которые кашляют. А вот хочу сказать, что значит, ношение масок, оно в первую очередь оно направлено на то, чтобы люди, которые кашляли, не распространяли свой вот этот аэрозоль. Вот безопасная дистанция – это вот метр и более. Вот даже в очереди нужно стоять на дистанции 1 метр друг от друга. Шить можем маски? На сегодняшний день мы можем шить маски. Об этом уже объявили, да. Ну вот и в завершении, наверное, вопрос такой. Следует ли паниковать или все-таки надо просто придерживаться вот этим мерам и, в принципе, опасности вот прямо вот такой, чтобы паниковать, там, скупать туалетную бумагу, как уже шутят на эту тему? не Нет, следует? паниковать не стоит. Все-таки у нас было время подготовиться к этой пандемии, у нас было время обдумать ее, провести там стратегические размышления, составить планы. Поэтому я думаю, что паниковать не стоит, нужно строго придерживаться тех рекомендаций, которые даются сегодня. Ну и режим самоизоляции, он никому не помешает. Спасибо большое, Изабелла Юрьевна, что подошли к нам в студию. Хочется пожелать, чтобы Роспотребнадзор всегда также стоял на страже нашего здоровья, и те меры, которые были принимаемы, действительно привели к должному эффекту, и чтобы количество у нас и подозреваемых на коронавирус, и положительных результатов было на самом минимальном значении. Будьте здоровы. Спасибо. Сейчас мы продолжаем наш эфир, и у нас на подходе следующий сюжет – чтение. Это особый вид отдыха. Книги, способные нас окрылить, придать уверенности, смотивировать на подвиги. Какую книгу вы прочитали за последнее время? Вот так вот подумайте, вспомните. А я предлагаю послушать, какие книги читает Романна Андросова. Она молодая мама, по совместительницу, любительница экстрима и путешествий по горам. Доброе утро! Сегодня я хочу вам рассказать о книгах, которые люблю читать сама и которые бы порекомендовала вам. Ну, во-первых, хочу сказать, что я стопроцентный визуал, поэтому предпочитаю читать бумажные книги, а не электронные. И у меня есть такая мечта создать свою домашнюю библиотеку в зависимости от периода жизни, от возраста, в котором ты находишься. Одна и та же даже книга может восприниматься совершенно по-разному. И я так рада, что в момент поиска себя вот именно в такой период мне под руки попалась книга Наполеона Хилла «Думай и богатей». В этой книге нет конкретных инструкций, конечно же, как подумать там и разбогатеть. Вообще вся суть таких вот мотивирующих книг, она заключается в том, что здесь говорится об одном, всю книгу, все, да, повторы, все это для того, чтобы заложилось нам в подсознание, в подкорку. Следующая книга, которая вот 100% придала мне уверенности в том, что я иду в правильном направлении, это книга Ларисы Парфентьевой «100 способов изменить жизнь». Несмотря на такое вот простецкое название, на самом деле книга очень интересная, и я подчеркнула из нее очень много таких вот цитат, которые использую сейчас. И когда я читаю книги, я обычно делаю себе пометки, такие ремарочки, к которым потом возвращаюсь, которые потом цитирую с умным видом. К примеру, здесь есть такая цитата, которая мне так понравилась. «От чего ты не можешь отказаться, с тем и останешься». Книга придала мне, как я уже сказала, такую уверенность, решительность в том, что я иду в правильном направлении. И, можно сказать, да, она изменила мою жизнь. Еще мы на работе с коллегами создали книжный клуб. Это такая штука, когда один из коллег каждый месяц, допустим, покупает всем одинаковые книги, мы читаем их и обсуждаем у себя на работе каждую неделю. Мой выбор пал на книгу «Зулейха открывает глаза», и сейчас мы как раз таки читаем ее, мы в самом процессе. Книга художественная от автора
от татарского автора Гузель Яхина про суровую романтику времен войны. Я довольно-таки всеядная, можно сказать. Я читаю разные книги, разные жанры. Сейчас, к примеру, я взялась перечитывать школьную литературу. И те книги, которые в школе я не восприняла, которые я читала, можно сказать, из-под палки, сейчас читаю с удовольствием и воспринимаю совсем по-другому. К примеру, Анну Каренину Толстого я перечитала и, знаете, совсем по-другому ее восприняла. И думаю, если прочитаю ее через 20 лет, я пойму и приму ее еще более глубоко и осознанно. Поэтому советую вам тоже перечитывать книги, читать новые, не зацикливаться на одном жанре, пробовать разное. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Хочу напомнить телефон нашей студии 8 914 279 22 62. Это для ваших WhatsApp-сообщений с поздравлениями, с новостями, с различными событийными вещами, которыми вы хотите поделиться с нашими телезрителями. Телефон рядом, поэтому всегда могу обратиться к нему и по возможности, конечно же, зачитаю ваши приветы. Вы, кстати, можете увидеть нас не только в эфире телеканала НВК Саха, но и посмотреть на YouTube-канале. Утро НВК Саха, буквально после обеда, всегда появляются наши свежие эфиры. И если вдруг вы где-то упустили какую-то информацию, к примеру, у нас был представитель Роспотребнадзора буквально несколько минут назад, то вы можете зайти и прослушать ту информацию, которая вам необходима. Ну а мы двигаемся далее. У нас в студии гостья Татьяна Михайлова, начальник службы единого окна акционерного общества «Саха-Транснефтегаз». Доброе утро, Татьяна. Здравствуйте. Давайте поговорим в целом о службе единого окна, как грамотно подключиться к газу, чтобы потом и не было никаких проблем, и он обслуживался. И первый же вопрос возникает вот в связи с вот той ситуацией, которая сейчас складывается по коронавирусной, где ограничиваются мероприятия. Работает ли служба единого окна и можно ли подавать соответствующие документы? Потому что все равно лето не за горами. Служба единого окна работает в штатном режиме. Единственное, что мы призываем ограничивать места скопления людей вот в вопросах оплаты. По вопросам подачи заявлений на подключение у нас работает на сайте система подачи заявок удаленно. То есть на сайте можно зарегистрироваться, создать личный кабинет и подать заявку на подключение, технологическое присоединение объекта к обстроительству можно не выходя из дома. То есть учитывая все вот эти вот сегодняшнюю ситуацию, да, то есть это удаленно можно сделать. И, соответственно, возможность у нас имеется прикрепить все документы необходимые. Это основные документы, это выписка, правоустанавливающие документы, топографическая карта в масштабе 1 к 500, ну и документы, паспорт, ну и прочие моменты. Да. То есть вот, допустим, у меня собственник земельного участка или он у меня в аренде, я хочу провести газ. Так, вот для этого что мне нужно? Вот зайти на сайт. Зайти на сайт Так. по ссылке по адресу www.aostng.ru, создать личный кабинет. То есть создание личного кабинета, оно такая же простая процедура, как зарегистрироваться в любой социальной сети. То есть для этого не нужно какие-то особые условия, да, и можно, в принципе, все, там есть определенные инструкции пошаговые, как это сделать, какие параметры указать и прочее, то есть это можно сделать удаленно, не выходя из дома. И нужно иметь в виду то, что люди путают понятие технологическое присоединение и технические условия. Это разные вещи. Точнее, это технические условия являются приложением Первое. к договору о подключении. И, соответственно, когда планируется строительство жилого дома, необходимо, конечно же, начать с того, чтобы подать заявку на подключение, технологическое присоединение. И заявка рассматривается в течение от 15 до 30 рабочих дней. И, соответственно, рассматривается заявление и выдается ответ в виде договора о подключении, либо отказа, мотивированного отказа. Технические условия даются на 2 года. Технические условия, значит, у нас сейчас есть такое понятие, как договор о подключении. Он имеет сроки от 1 года до 2 лет. То есть в течение этого периода нужно успеть построить жилой дом, объект капитального строительства и, соответственно, запустить газ в газоиспользующее оборудование.
То есть такие условия. Вот, а если, допустим, уже были тех условия, труба была проведена, да, ну вот какое-то время за нее не подключились, можно ли сейчас как-то продлить технические условия, чтобы подключиться? То Конечно, есть да, механизм можно. такой же? Механизм для этого необходимо будет при личном визите обратиться, принести с собой те технические условия, которые вам ранее были выданы, и с обновленной топографической картой, с правоустанавливающими документами обратиться в службу единого окна. Мы работаем в штатном режиме, то есть это возможно. Мгм. Точно так же можно через сайт, да? Через сайт... Или здесь уже не получится? Здесь уже не получится, Мгм. потому что через сайт мы принимаем заявление на подключение, то есть это Мгм. когда новая газификация. А ты где уже что-то было, тогда Да, уже там в уже любом нужно, случае да, личный визит. индивидуально, да. Но предварительная запись есть. Предварительная запись у нас также работает. Можно через сайт, опять-таки, записаться предварительно в любое назначенное время. То есть таким образом можно минимизировать, да, вот, места скопления людей и запланировать визит. То есть мы максимально на данном этапе работаем по системе предварительной записи. То есть призываем людей все-таки, да, ну, надо все-таки как-то планировать визит, чтобы... Ну, вот, сейчас у нас активно ходят газовики по домам старой постройки, вот КПДшки, проверяют, значит, газовое оборудование и иногда делают замечания, где необходимо внести изменения. Ну, например, там кран заменить, или там трубу каким-то образом, или там шланги. Служба единого окна принимает ли такие заявки, или это необходимо обращаться уже в иную службу Сахатранснефтегаза? Ну вот смотрите, если договор заключен на техническое обслуживание, да, с нами, с Сахатранснефтегазом, подобного рода заявки мы принимаем по телефону 46 0084. На нашем сайте вся эта информация имеется, какие виды услуг можно подать по телефону. И у нас существует система мобильный терминал, который на местах принимает оплату. То есть это можно сделать, опять-таки, заявку подать, можно не выходя из дома, при наличии договора технического обслуживания с Сахатранснефтегаз. В каких районах республики вот можно подавать такие заявки? Или это только и города Якутска касается? Через службу единого окна? Ну, города Якутска касается тоже, да. А на подключение можно, в принципе, независимо от любой точки республики, где у нас имеется газ, подать заявку удаленно через сайт на первичную газификацию. Ну, сейчас Сахатранснефтегаз единый газовый оператор, вот как раз-таки по подключению и техприсоединению. По тарифам, вот сколько стоит техприсоединение и технические условия выдачи? Так, ну И от чего они смотрите, зависят? они зависят от технических параметров, от протяженности планируемого газопровода и зависят от категорийности. То есть существует 3 категории заявителей. Для первой категории подключение, стоимость подключения будет составлять в пределах 60 тысяч рублей. Вот такая цена. А где можно посмотреть расценки? Расценки у нас имеются, опять-таки, на сайте, вся информация есть. И, соответственно, если какие-то нужно получить консультации, то, пожалуйста, номер колл-центра Сахатранснефтегаз 46400. Спасибо большое, Татьяна, что подошли к нам в студию. Предельно ясно все рассказали. Надеемся, что служба единого окна также будет справляться с наплывом заявок, которые будут в летний период, потому что массово люди будут активно подключаться к газовым сетям, строить дома и, соответственно, проводить все газовые установки. Спасибо еще раз. Сейчас прервемся на короткую паузу. За это время вы можете успеть написать свои сообщения на наш студийный номер. Напомню, 8 914 279 22 62. На данном этапе мы работаем в прямом эфире. В 8 часов утра вы можете увидеть наш повтор на канале Якутия-24. Оставайтесь с нами. Доброе утро. Настало время передать слово информационной службе нашего канала «Новости». Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте.
Окончательные результаты анализов по коронавирусу одного из якутян до сих пор не озвучены. Напомню, гендиректор компании «ЕТЭК» был госпитализирован с подозрением на опасную инфекцию. Об этом сообщил глава региона Исен Николаев. Также Илдархан отметил, что анализы пациента, которые взяли в Якутии, сначала показали положительный результат. Окончательный диагноз станет известен после проверки проб в новосибирской лаборатории. Выявлены все лица, которые непосредственно контактировали с предполагаемым больным. Их у нас 37. Со всеми ними уже беседы проведены. Часть из них уже непосредственно контактировавшая близко с данным гражданином, она уже у нас локализована в обсерваторах, которые у нас открыты здесь, в городе Якутске. Вот. Часть из них, которая прямых контактов не имела, но находилась достаточно близко, опять же, по решению Роспотребнадзора, они сейчас на полном режиме такой полной самоизоляции. И будут находиться там. Анализы со всех этих граждан уже взяты. При этом достаточно тревожит меня то, что у данного руководителя все-таки были определенные контакты с народными депутатами республики, по крайней мере, с двумя из них точно подтвержденные. Вот, а с одним из них рабочая встреча, с другим он просто летел в одном салоне бизнес-класса рейсом Аэрофлота. Вот, и имея в виду то, что все-таки эти народные депутаты потом участвовали в сессии Государственного собрания. Вот, мы сейчас обсудили, я направил письмо в адрес председателя Государственного собрания о запрете проведения сессии, которая была запланирована в Госсобрании 24 числа, 24 марта, а также о том, чтобы все комитеты, все мероприятия в Государственном собрании проводились исключительно в виде видеоконференции. Но когда окончательные диагнозы будут установлены, мы будем дальше смотреть, может быть, будем ставить вопрос о приостановке работы Государственного собрания на некоторое время. А из-за возникшего дефицита медицинских масок в аптеках города столичное ателье «Силуэт» начало пошив многоразовых масок. Предприятие планирует за день выпускать по 1000 штук. Отмечу, цена на них немного выше, чем на одноразовые медицинские. Маска состоит из 4 слоев ткани, а без ситцевой под прокладкой будет многоразовой. Изделие рассчитано на неоднократную стирку и тщательное проглаживание. Помимо этого, еще 13 предпринимателей в столице республики готовы приступить к изготовлению подобных изделий. Но могу сказать, что если считать по работе, работа, конечно, она трудоемкая. Если считают люди, которые носят маски, что они одноразовые, это очень просто, ничего подобного. Чтобы нарезать мозоль, вот одеваем перчатки. И, естественно, потом процесс уже будет быстрее идти, когда строчить их. И потом опять процесс замедлится, когда мы будем опять стачивать, то есть утюжить и вставлять резиночки. Процесс трудоемкий. Очень оперативно все разработали. Поэтому у нас очень много заказов. Люди идут, звонят, спрашивают, просят, заключают договора. На сегодня у нас и договора уже есть заключенные. И вчера было предложение на 30 тысяч. Сегодня к нам пришла организация 10 тысяч. Я, конечно, мы не можем так сказать, что да, им, конечно, всем надо быстро. Но так быстро не получится, как люди хотят. Мы готовы в пределах... Якутский международный кинофестиваль отменен в связи с объявленной пандемией. Жюри оценивать фильмы, которые вошли в программу, будет дистанционно. В течение 2 недель результаты будут опубликованы на официальном сайте кинофестиваля. А призы, знаменитые снежные очки, будут направлены всем победителям. Этот кинофестиваль мог стать сильным толчком для развития нашего кино. К сожалению, провести кинопоказы без зрителей мы не можем, отметил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов. Возврат билетов, приобретенных онлайн, осуществляется в том же режиме. Деньги за билеты, приобретенные в кассе, за наличный расчет возвращают в той же кассе. Да, мы много ожидали от этого кинофестиваля. Мы хотели, чтобы не менее 10 тысяч было зрителей, чтобы все фестивальные фильмы документального ранга, игрового ранга, они получили от основного конкурса получили заслуженную оценку и зрителей, и жюри. Но сегодня ситуация такая, что в связи с развитием коронавирусной инфекции на территории нашей республики, Российской Федерации, главой республики принято решение. Мы сегодня уже получили приказ нашего вертикального руководства Министерства культуры Российской Федерации о прекращении всех наших мероприятий, учреждения культуры, музеях, библиотеках, уже не говоря даже о больших фестивальных мероприятиях.
Также временно закроют для посетителей зоопарк Ортодойду в Хангаласском районе. Внутренняя работа зоопарка не прекращается. Новости из жизни питомцев будут размещаться на сайте и странице в Инстаграм, говорится в сообщении. В Якутии среди мер противодействия распространения COVID-19 создан единый номер для обращения граждан 8 800 100 ровно 1403. Тем, кто посещал территории, где был зафиксирован коронавирус, необходимо сообщать о своем возвращении, месте и датах пребывания за границей. А при появлении первых симптомов незамедлительно обращаться за медпомощью на дому, без посещения поликлиник. Особенно это касается прибывших из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией. Этим лицам нельзя посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест. Работодатели обязаны в этих случаях предоставить больничный лист, заработная плата будет выплачена полностью. Единый номер для обращения граждан сейчас на ваших экранах. Оставайтесь с нами, впереди еще много интересного. Спасибо большое информационной службе канала Якутия-24. А мы продолжаем наш эфир. У нас в студии гости. Алексей Евгеньевич Кривошеев, начальник отделения технического надзора ГИБДД МВД по Республике Саха-Якутия. Доброе утро. И Алексей Климович Семенов, начальник управления образования окружной администрации города Якутска. Доброе утро. Поговорим в целом по организации досуга детей в условиях, когда у нас ограничения везде и в школах, и в массовых различных мероприятиях и так далее. Ну, наверное, первый вопрос, Алексей Климович, к вам. В частности, дистанционное обучение. Все-таки мы сейчас перешли с 18 марта на каникулы или на обучение? Со вчерашнего дня по 27 марта у нас каникулы. Утверждены приказом управления образования, но каникулярные дни по закону об образовании утверждаются самой школой, своим приказом, и их количество в течение года фиксировано. И поэтому школы, которые каникулы объявляли более короткий промежуток времени, у них каникулярные дни могут быть на несколько дней дольше. Но вот после выхода с каникул 27 марта школы, я так понимаю, должны перейти на дистанционное обучение. Как это будет происходить? Вот сейчас есть единой такой системы по России у нас нету, поэтому мы рассматриваем разные формы и свободно распространяемых продуктов, и платных распространяемых продуктов. Да? Один из российских продуктов до 1 июня объявил о том, что можно бесплатно пользоваться этим видеоконференц-связью. В зависимости от скорости интернета и так далее, мы будем применять разные способы. Где-то видеоконференц-связь, где-то звуковой чат, или просто форум. И социальные сети, конечно, никто не отменял. Но основное требование, которое утверждено управлением образования, весь документооборот, то есть должен вестись через сетевой город. То есть если отметка и так далее, урок не зафиксирован в сетевом городе, то и зарплаты не будет. Алексей Евгеньевич, все-таки, несмотря на то, что запрет массовых мероприятий, родители сейчас в раздумьях, куда отправиться с детьми. И наверняка они на машинах тоже будут куда-то отправляться. Правила перевозки детей по поводу той же самой дезинфекции сейчас автобусов, то, что проводится. Какие мероприятия со стороны госавтоинспекции рекомендованы? Да, действительно, у нас в преддверии каникул, да и вообще, когда зима отступает, увеличивается количество перевозок детей. И у нас с 16 по 23 марта идет мероприятие «Безопасные каникулы». Естественно, сотрудники госавтоинспекции нацелены на выявление правонарушений, связанных с перевозками детьми. Как транспортом физических лиц, легковые машины, так и автобусами, естественно. Мы проверяем автобусы на предмет, если это организованная перевозка, что выполнены все условия. И конечно, у нас за 2 месяца, например, более 500 нарушений выявлено. Правила перевозки детей. И в том числе 6 фактов – это нарушение правил организованной перевозки детей. Поэтому мы работаем с организациями, с предприятиями, если перевозят детей. Если это физические лица, родители, как мы по-простому говорим, то, конечно же, я обращаю внимание, чтобы и при использовании, если своего частного транспорта нету, вызывают такси, всегда убеждали, что транспорт технически исправен, наличие ремней безопасности, детских удерживающих устройств, если это до 7 лет.
Ну и в преддверии, вот, скажем так, дети будут свободны в это время. И я обращаюсь к родителям, чтобы все-таки это инструктаж детей, чтобы присмотр за ними был надлежащий. Это нас беспокоит, конечно, это безопасное поведение детей вблизи дороги. Потому что дорога — это всегда опасность, дети — это и есть дети. Поэтому я к родителям обращаюсь. Мы, как сотрудники госавтоинспекции, у каждой детской площадки, у каждого горки не поставишь. Поэтому тут ответственность ваша прежде всего. Ну а мы, в свою очередь, будем отрабатывать в соответствии с требованиями законодательства. А если необходимо вот все-таки осуществить организованную перевозку детей, каким образом это делается? Прежде всего, я обращаюсь к тем, кто собирается совершить организованную перевозку детей автобусом, это изучить требования постановления правительства 1177. Там достаточно все четко изложено, просто надо почитать. Ну и так вот для общего развития это уведомление госавтоинспекции. Если это перевозка внутри населенного пункта, то это не менее чем за сутки должны мы. Рекомендую использовать сайт госавтоинспекции gibdd.mvd.rf. Если это межрайонная перевозка, то, конечно же, это не менее чем за 2 суток уведомить госавтоинспекцию по месту начала перевозки. Наши сотрудники уже отработают по автобусу, по водителю, проверят его и какие-то рекомендации дадут. Алексей Климович, вот еще раз возвращаясь к тому приказу, да, ну вот это вот возможность, когда дети там досугом своим сами организуют родители, но официальные мероприятия, они все отменены? Все кружки, секции, доп. Занятия? В школах у нас карантин и дополнительном образовании, и вот запрет на массовые мероприятия, а также выезд за территорию города Якутска и за пределы республики. Ну, так как мы знаем, что особенно в 10 классах очень много было планов профориентационных поездок в Питер, в Москву, в центр России и даже за рубеж. И пришлось очень быстро зажатые сроки обратно возвращать билеты. Нам пришлось писать авиакомпании и так далее, чтобы был возврат. А сроки ЕГЭ будут передвинуты? Я думаю, что ЕГЭ это единые по всей России, единые дни, поэтому решение придет с федерального центра. По ВПР, которые должны были быть по плану, наверное, перемещение. Спасибо большое, что подошли к нам в студию, подробно разъяснили. Я думаю, если вопросы у зрителей останутся, они могут на официальном сайте Управления образования окружной администрации или сайте ГИБДД найти подробную информацию. А пока прервемся на короткую паузу. Оставайтесь вместе с нами. Выходим на финишную прямую нашей программы. Приятного аппетита, если вы сейчас завтракаете, и хорошего дня, если вы отправляетесь на работу. Кстати, некоторые предприятия уже переходят на дистанционный режим работы, что позволяет находиться дома, но тем не менее оперативно реагировать на те вещи, которые происходят на предприятии. Но это не касается ресурсно-снабжающих организаций, которые на дистанционный режим работы перейти все-таки пока не могут. Сейчас давайте перейдем к прогнозу погоды и поговорим о том, какая она будет сегодня. Сегодня, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром в 6 утра температура воздуха в центральных улусах минус 23, минус 26, днем минус 6, 13, в Заречье минус 19, минус 25 градусов, днем минус 10, минус 13, на юге республики минус 12, минус 13, днем минус 2 градуса, в Вилюйских улусах минус 10, минус 18, днем минус 2, минус 6, в Нижнеленских улусах минус 25, минус 27, днем минус 16, минус 18, на западе республики минус 6, минус 9, днем минус 1, минус 4, в Колымо-Индигирских улусах не торопится зима оставлять, минус 17, минус 30, днем минус 13, минус 25, в Янских улусах минус 25, минус 31, утром, днем минус 15, минус 22, на северо-западе минус 17, минус 20, днем минус 12, минус 16 градусов. В Якутске в 6 утра температура воздуха была минус 26 градусов. Похолодало по сравнению со вчерашним днем. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер со скоростью 2,5 метров в секунду юго-восточного направления ожидается сегодня в течение дня. Днем ожидается минус 8, минус 10 градусов.
А мы продолжаем ряд сюжетов, которые связаны с юбилеем Великой Победы, 75 лет, которые мы будем отмечать в этом году. И следующий наш сюжет расскажет о герое Иване Петровиче Папышеве. И рассказ этот будет вести юноармеец из города Алдана Александр Крупин. Папышев Иван Петрович родился 10 марта 1915 года в деревне Чинянино, Омской области. С 36 по 38 служил в армии. Затем работал в органах НКВД, сотрудником спецсвязи в Алданском районе. На фронте был командиром взвода 60-го гвардейского кавалерийского полка. Прошел 1000 километров от Чернигова до Бранденбурга. Принял участие в форсировании рек Десны, Днепра, Западного Буга, Вислы и Одера. Отличился в боях при освобождении Польши. В январе 1945 года у города Томашу старшина Папышев, проводив разведку, добыл ценную информацию о противнике. При форсировании реки Варта разведчики в конном строю уничтожили расчеты 9 минометов. Всего же в боях от Вислы до Одера его взвод взял 76 гитлеровцев в плен, а также 20 различных складов с военным вооружением. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года Ивану Петровичу Папышеву присвоено звание Героя Советского Союза, а также был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Великой Отечественной войны первой и второй степени и медалями. Папышев Иван Петрович, участник исторического парада Победы 1945 года. Проживал и работал в городе Москве. Умер 2 февраля 1999 года. Вечная память и слава герою войны. Это был всероссийский проект памяти героев. Ну а мы запустили свой флешмоб, и многие о нем помнят. Это когда мы предложили коллективам, предприятиям или просто жителям населенных пунктов собраться численностью более 10 человек и исполнить песню военных лет «Катюша». К нам присылают огромное количество своих роликов, и те, которые возможно выпустить в эфир, они соответствуют по звуку, по качеству, безусловно, мы показываем. И вот следующий как раз-таки сюжет от наших коллективов. Все это время я наблюдал за детьми в этом ролике, и они у меня вызывали только улыбку. Ну, молодцы, конечно, и родители, и дети, которые сделали такой ролик в Верхоянском районе. А мы двигаемся далее. У нас в студии гость, декан инженерного факультета Якутской государственной сельскохозяйственной академии, доктор технических наук Галия Ергешевна Какиева. Доброе утро. Доброе утро. Поговорим мы об таком интересном конкурсе «Агро-НТИ». Что это за название, что оно за собой скрывает? Ну, это получается сейчас очень современный конкурс. Он входит в формат не тех
скажем так, общеназванных известных конкурсов, именно как раз ориентированы на наших детей именно из сельских поселений, а именно на численность детей, где меньше 50 тысяч, скажем, населения. Но это шанс поучаствовать нашим детям, именно как охват будет идти по сельским населению. Вот НТИ это что? Это научно-техническая инициатива, и которая, значит, охватывает именно как раз через призму информатизации, именно как сельского хозяйства, роботизации. А вот почему этот конкурс вы все-таки ориентируете в первую очередь для сел и для малых населенных пунктов? По-моему, там численность до 50 тысяч, да, в условиях конкурса? Ну, как уже общеизвестный факт, что основные большие конкурсы, они как бы проходят на территориях уже больших городов. И в основном туда попадают именно дети больших городов. И не так много места остается именно для детей сельских и малых поселений. И поэтому данный конкурс как раз ориентирован на данных, скажем так, детей. Ну, да, получается, что у нас отсекается, ну, например, тот же самый Нерюнги, где есть и политехнический филиал СФУ, и есть возможность принять участие ребятам, что-то придумать свое новое. Вот как быть в этом случае? Ну, они как бы не то, что они отсекаются, скажем так, но это они тоже имеют право, но именно как раз вот это уникальный именно конкурс, единственный конкурс, который именно ориентирован для сельских поселений. Поэтому, в принципе, те большие конкурсы, которые проходят на больших территориях городов, ну, этого достаточно. Вот кто может принять участие в этом конкурсе и с какого по какое число необходимо подавать заявки и как они должны выглядеть? Ну, вот здесь, получается, принимают участие школьники агрошкол могут, да? Именно конкретно на них тоже ориентировано. Это с 5 по 11 классы. Значит, сейчас на данный момент идет у нас, получается, уже регистрация до конца марта. До 31 марта уже мы переходим после отбора, конечно, после заочного отбора мы переходим на федеральный, на региональный точнее. После регионального там уже у нас идет подготовка, отборка, и мы переходим уже на суперфинал. Суперфинал у нас, получается, будет у нас в Альметьевске, в Белгороде. Но после этого ребята уже у нас компонуются. Ну, правда, за 10 дней до этого у нас на площадке ЕГСХ у нас создан оргкомитет, который на базе этого мы формируем команду, помогаем им подготовиться. И на сайте ЕГСХ у нас есть вкладка, там, где ребята уже у нас регистрируются, у нас проводится уже отбор, и есть команда, которая будет профессиональной компетенции обучивать наших детей, которые будут уже готовы именно конкретно к тем заданиям, чтобы выйти уже, скажем так, на золотую осень. А вот обычно вот какого профиля бывают задания? Ну, задания стоят у нас из двух частей. Это получается тестовая часть, именно как раз по дисциплинам, которые у нас школьники проходят. Это физика, математика, информатика и география. И получается, и второй этап – это творческое задание. Но задания все выполнимые, поэтому интересные. А школьники с какого возраста? Вот, с 5 по 11 классы. С 5 по 11 может принять участие? Да. Срок подачи заявки надо успеть? До 31 марта время есть. То есть вот где можно ознакомиться с положением, может быть, на сайте ЕГСХ? Да, у нас на сайте ЕГСХ есть вкладка. Да, там у нас, получается, есть вся информация не только по 2020 году, да, и вообще информация про республиканское ГРНТИ и про российские ГРНТИ. То есть вся информация есть там у нас. А вот можно ли как-то подготовиться к этому конкурсу непосредственно у себя в районе? Это, может, дистанционные курсы? Ну, конечно, у нас дистанционный курс уже, у нас такая практика есть. У нас тоже там все загружено, но все-таки для того, чтобы ребята все-таки получили навыки именно для участия уже российского масштаба, все-таки нужно, получается, им прочувствовать эту работу и именно отработать на оборудовании. Поэтому все-таки этот этап, именно перед тем, как они уже за 10 дней перейти на российский конкурс, все-таки рекомендуется, необходимо на базе ЕГСХ у нас пройти, скажем так, тренинг. И там тем самым они уже приобретают навыки, с которыми уже они спокойно могут участвовать. А когда можно пройти этот тренинг, с учетом вот нынешних ограничений по мероприятиям? Ну, у нас тоже есть различные вкладки, тоже так же, да. У нас тоже есть обучаемость, видео мы подготовили, тоже приближенные к прошлогоднему конкурсу, поэтому проблем абсолютно нет. А региональный финал, напомните, у нас пройдет когда? Он уже у нас будет в мае, получается, апрель-май. Ну, возможен перенос, да?
в случае, если будут какие-то... Ну, возможен, да, возможен будет перенос. Мгм. Хорошо. Спасибо большое, Галина Ергишевна, что подошли к нам в студию. Хочется пожелать, чтобы все-таки конкурс состоялся, чтобы наши ребята какие-то Да. проявили творческие подходы в решении тех творческих заданий, которые будут. Но я думаю, что всегда звездочки какие-нибудь могут зажигаться, и потом они будут студентами, например, ЕГСХ. Да, Почему бы и да, нет? да. Мгм. Спасибо еще раз. На этом мы прекращаем, да, чуть не сказал нашу программу, да, завершаем на программу «Новый день». Далее эфир продолжит Алексей Лукин. Оставайтесь вместе с нами. Если вдруг вы что-то упустили из эфира нашей программы, то вы можете посмотреть на нас в YouTube-канале по каналу «Утро НВК Саха». Также вы можете увидеть повтор на Якутии 24 буквально через несколько секунд. Пока-пока.